Здравствуйте, меня зовут Гульназ Мухамедзанова, я парикмахер-стилист. А в этой сфере я уже работаю 17 лет. Как я пришла в эту профессию? Первый раз я постригла свою маму. Очень неудачная была стрижка. А потом меня начали просить мои подруги. Также мы красили сами себе волосы. И вот как-то полюбилась эта профессия. Больше всего в моей работе мне нравится работать с женщинами. И очень люблю сложное окрашивание, которое занимает очень много времени, и это очень кропотливая работа. От этого окрашивания я получаю огромное удовольствие. За день клиентов я ни разу за свою деятельность не посчитала. Ни разу. Голову нужно мыть по мере необходимости. Если у вас короткая длина, то вашей стрижки вам хватит примерно минимум на 2 месяца. Если это речь идет о длинных волосах, то надо по мере необходимости. Если вы чувствуете, что у вас запутываются волосы, что при расчесывании они у вас путаются, то их нужно отстричь. Даже несмотря на то, что вы волосы отращиваете, потому что ухоженные волосы смотрятся намного красивее, чем секущиеся. Если это легкая перхоть, которая такая мелкая, шелушится, то вам поможет пилинг, скраб для кожи головы. Если это уже более серьезно, если они уже крупные, то нужно обратиться к трихологу. Выпадение волос – это может быть сезонное выпадение волос, это может быть от нервного напряжения, от стресса, также от нехватки витаминов. Бальзамы и маска для волос обязательно использовать. Маску мы используем 2 раза в неделю, а бальзам мы используем каждый раз после шампуня. Это обязательно. Если вы хотите сохранить свою укладку, после того, как вы их высушите горячим воздухом, их обязательно нужно продуть холодным воздухом. Тогда у вас укладка будет держаться дольше. Не зачем. А зачем их отстригать 15 сантиметров? Если только там рука дрогнула. Волосы, которые остаются, не продаются. Они вообще негодны ни на что. Уши клиентам я ни разу не отстригала. Пальцы вообще не болят. Ноги болят, спина болит. Парикмахеру сейчас можно учиться. Если вы хотите быстро обучиться, то это курсы парикмахеров, они где-то длятся 3 месяца. А если вы уже хотите получить полную базу, и вы как студент, можно пойти в лицей, насколько я знаю, в Казани есть. Они уже дают полную базу знаний. Парикмахер может зарабатывать очень много. Это секрет. Минимальный набор – это у нас ножницы, расческа, фен. Вот это минимальное. Зажимы нужны. Это минимальный инструмент. Парикмахеры каждый раз обучаются. Мода не стоит на месте, и нам приходится не отставать и все время идти на повышение квалификации. Тем самым мы растем. Тем самым также у нас повышается прайс. И в дальнейшем парикмахер может еще стать технологом разной косметики. Вот тем самым получается карьерный рост. Совет начинающим парикмахерам: сразу же начать свою деятельность. Не откладывать, потому что каждый раз, как мы откладываем, боимся стричь, боимся клиентов,
Мы каждый раз все это дело откладываем, и тем самым больше получается страхов, и парикмахеры не становятся парикмахерами и уходят из этой профессии. Надо обязательно сразу начать работу. Красота спасет мир.